Ну, я долго говорить не буду, я же вижу, что все люди устали. Ну, я вот просто расскажу о женщине Гаврила Васильевича. Впервые значит, он познакомился в 1916 году с двумя девушками, сестрами кандинскими, Ксенией и Наташей. И вот они встречались в городе, втроем всегда. И вот, конечно, старшая Ксения, она ожидала, что Гаврил Васильевич сделает ей предложение, чтобы она вышла за него замуж, потому что она старшая, а раньше через плетей сестры не должны были вместе. Но ему понравилась больше младшая Наташа. Ей было всего 16 лет, девочка. И тогда вот бабушка наша рассказывала, она была слышала, может, от людей слышала, и говорила, что Ксения закатила страшную истерику и скандал по этому поводу, что Гаврил Васильевич сделал ей предложение. Ну, отец вот ее был, Никифор Кандинский, он был олюбленцем купцов, он решил это дело смягчить и сказал: Наташенька очень молоденькая, замуж ей выходить очень рано, вот пусть подрастет, тогда уже будем разговаривать. И вот через год купец Кандинский умер, и Гаврил Васильевич снова сделал предложение, а ведь в течение года же нельзя было делать, если вот умер родственник. Ну и все-таки он сделал ей предложение, она согласилась стать его женой. Но тогда она порвала со своими родными, с родительской семьей же порвала, но хотя отец умер. И вот свою красавицу Наташу, она была очень красивая, молодая девушка, 17 лет было ей. И вот он ее очень любил, берег, относился к ней нежно и бережно и помогал ей владевать некоторыми науками. Может быть, она недостаточно образованная была, но не знаю, что она закончила, это мы не знаем. И вот так как он ее любил, и полюбили ее все, за всей душой полюбили все родственники Гаврила Васильевича. А когда он уезжал по научным или же по общественным делам, он оставлял любимую Наташу со своими родителями. Но и счастье длилось недолго, всего 10 лет. И вот в 1927 году Наталья скончалась при родах. Он был в отъезде, как раз обрабатывал свои материалы в центре страны нашей. Ну, конечно, он прибыл. Это было для него страшное горе. И вот он в семейном альбоме имеет фотографии в белой кофте, такая красивая женщина, всего ей 27 лет. И на оборотной стороне он привел стихи Шеллера в переводе Жуковского. Вот последнее четверостишее гласит: «Все цветет, лишь мой дивный, не взойдет прекрасный цвет, прозерпины, прозерпины на земле моей ушли». Но затем он стал заниматься большей научной деятельностью, путешествовал с исследовательской целью. И в Красноярске он остался на постой в квартире Робушек. И там он нашел свою будущую жену, Клавдию Арсеньевну. Она была тоже его намного младше. Разница между ними была 20 лет. Но Клавдия полюбила его. Ну, это просто культура его, обходительность. Это все тоже подкупает. И вот они расписали уже немножко позже, когда уехали в Иркутск. В Иркутске он работал, и вот Леонид Гаврилович, его сын, вспоминал, что всеми домашними делами занималась мама одна. И она старалась его освободить от домашних дел, чтобы он на этом не зацикливался. Там был очень хороший коллектив ученых, и вот фотография есть он с учеными Иркутска. И за это время он успел написать очень много трудов. Значит, вот Альбина Николаевна, например, писала, да, что он, значит, она была, конечно, преданной, верной и понимающей женой. И вот он успел сделать очень много. И вот в 1935 году он стал старшим научным сотрудником нашего первого научного учреждения города Иркутска, Институт языка и культуры при Совете народных, при Совнаркоме он был.
институт. И хотя какое-то время он еще продолжал жить в Иркутске, но числился сотрудником этого института, нашего иркутского. И вот первым директором был Платон Алексеевич Явдонский, это мы, наверное, все почти знаем, и отправил его в личную командировку в город. Ой, мне подскажите, пожалуйста, я что-то все. Значит, Московскую область, где его арестовали в 1935 году. И вот сегодня как раз было интервью Валентины Васильевны Прибыткиной, вот, которого он давал. И вот он хорошо, прекрасно помнил об этом Леонид Гаврилович, об этом вспоминал. И вот в этом же году он был расстрелян. Но получилось так, что она-то думала, сведения, она надеялась, что он вернется. Такая молодая, 20 лет младше, ждала любимого мужа, приехала сюда в Иркутск в военные годы, жила на улице Полевой вместе с семьей Ксенофонтовой. В этой семье, значит, этот дом был, 4-комнатный. Я почему-то дом хорошо знаю, я там родилась, и там вот я прожила лет 13, наверное. 4-комнатный, с огромной кухней, просторной, но там жила уйма народу. Жила не только своя семья. На Полевой 22 всегда были все, кому не верили. Родственники, своя семья, родственники, не родственники, знакомые. Вот наши родители, папа наш, Георгий Георгиевич Петров, он был очень добрейший человек, и помогал буквально всем людям. Этим люди пользовались. И жили вот буквально годами. Жили, учились, работали и прочее. И вот там же появились родственники нашего деда Андрея. Хотя он с этой семьей не жил, но вот они узнали, что есть такая семья, есть у них племянница Елена Ивановна Червина. И попросили, значит, значит, внук его матери, она была совершенно замужем за другим человеком. В Амгинском районе была Польская наследие жила. Приехал Алексеев Еремей Павлович во второй половине 30-х годов и стал в городе разыскивать Антипину Елену Ивановну. Она к тому времени была замужем, имела ребенка и поможет носила Гаврилу Петрова. Ну, так как он был легко нашел, явился в ним в дом, представился. Ну, конечно, его никуда не выгнали, а потеснились и поселили в доме. И вот Алексеевы, значит, 3 брата, 2 брата и 1 племянник, все они проживали в этом доме. Ну, и проживали там постоянно. И вот очень часто к ним приходили друзья, вечно голодные друзья-студенты, и всех их Елена Васильевна, это вот наша бабушка, она всех их кормила и поила из кузнецовского сервиза. Другой посуды не было, как это была, это были остатки прежнего роста. И один из них, из его друзей амгинцев, беднейших, он приходил все годы учебы, все 4 года приходил обедать ежедневно. И вот, и все время. И вот, например, наш отец тоже был добрейшим человеком, он помогал буквально всем, никогда не возражал, никогда не ругался, чего-то люди здесь делают в нашем доме, никогда. И помогал всем до конца своей продолжительной жизни. Вторая жена с Клавдией Арсеньевной он познакомился в 1929 году. Расписались за ним немножко позже, уже в Иркутске. Но рожать она поехала в Красноярск, потому что Леонида Гавриловича было место рождения город Красноярск. Когда сюда приезжали, жена меня спрашивала, почему не в Красноярске, а вы едете в Иркутске. И вот так трагически закончилась жизнь. И вот она, когда сюда приехала, в Иркутск, приехала Клавдия Арсеньевна с сыном, в военные годы, и только в 1944 году они решили переехать в Красноярск на родину. И
Тогда вот тетя Дуня, Евдокия Васильевна, сшила ему отличный костюм двойку. Ткань купила наша бабушка ему, причем купила она в заводной скупке, тоже на остатки прежней роскоши. И вот отлично сидевший костюм, он не уехал. Теперь, значит, когда она же с собой привезла опять архив его, и вот в этом архиве она говорила, что хотят купить у Гаврила Васильевича его переведенный Аланху на русский язык, 10 листов, и за каждый лист платят 200 рублей. Ну, представляете, да, что за деньги были. И вот получилось, что 2000 за 10 листов переведенного Аланху. Ну, она спросила, можно продать? И спросила она у деда, у Василия Никифоровича, он жив же был тогда. И он сказал, продай, он все равно не вернется. И вот она пришла, принесла эти 2000 рублей и отдала ему, девушке отдала. А потом, когда дедушка умер, в его сундуке обнаружили эти 2000. И думали, что и мама рассказывала. Откуда у него такие деньги? Откуда? И вот на эти же деньги он уехал в Красноярск. Ну, вот мне бы еще хотелось, Клавдия Арсеньевна была женщина тоже, 20-летняя, впервые она вышла 20 лет была. Она была, конечно, Наташа была, может быть, и красивее, но яркая красота у нее была, видите по фотографии, да? А у этой, у Клавдии Арсеньевны была красота нежная. Она была шатенка, с курчавыми волосами, очень красивая. И вот работала она вот в этом здании, вот в этой библиотеке, библиотекарем. А устроил ее работать Эргиз, фольклорист на эту работу. И потом, конечно, было ей очень тяжело, когда она уехала. Как только узнавали, что муж ее арестован, ее увольняли с работы. Работала она не только библиотекарем, но и уборщицей. И вот наш отец, Георгий Юрьевич, он тоже помогал ей материально. Вот было одно письмо, которое он писал Елене Анастасии Андреевне, жене Аркадия Васильевича. Писал, что вот умерла у меня жена, как раз неделя прошла, наша мама умерла. И вот он говорит, Гаврилия не слышно, но Клавдия Арсеньевна, правильно ее фамилия, это отчество, пишет очень часто, и ей не хватает, ну там, я не знаю, сколько платили, может, 200 рублей платили в месяц за труд уборщицы. Ей не хватает, поэтому по силе возможности я помогаю. И вот когда Леонид учился, он тоже помогал материально. И вот еще что, да? Когда он был по направлению направлен в город Правдинск Волгоградской области, затем перевели его в Карелию на целлюлозно-бумажный комбинат. Он хотел поступить в Ленинградский университет, но не получилось, потому что мандатная комиссия посоветовала, что сыну, и объяснили ему, что сыну врага народа, престижного учебного заведения не место. И вот он поступил туда, и в Карелию, а в 1960 году в городе Иркутске открылся филиал Днепровского института. И вот тогда Леонид Гаврилович, его сын, поехал в Иркутск. Память об отце, где в городе раннего дошкольного детства, где не так, счастливо жил в стране. Так он прожил до несколько лет, потом его взяли главным инженером в московский филиал, самый главной среди. Теперь еще вот хотелось бы еще что сказать, да? Вот огромное спасибо за то, что улицу, хотя и на окраине, назвали улицей Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Спасибо парламенту нашему, спасибо госсобранию ЮКМ, округу, город Иркутск. И огромное спасибо за все труды, которые провели под руководством доктора исторических наук. У нее же еще и звание профессора Романова
которая здесь была, выступала, и работнику архива Степановой, и коллективу, руководству Национальной библиотеки за память, за то, всем администрации Хангаласского улуса, за то, что вот они же большую работу провели, все цифровку, она еще в прошлом году, все произведения цифровали. И вот что администрация Хангаласского улуса берется за печатание этих трудов. Еще планируют сделать сквер имени Гаврила Васильевича. За это большое спасибо. Также еще большое спасибо всем сотрудникам, всем жителям села Чкалов. Они такое проявляют уважение директору музея и библиотеки. И так, да, Раисе Семеновне Степановой. Большое спасибо главе наследа товарищу Григорию Дмитриевичу Лукину. И огромное спасибо бывшему главе УЛУСа Афанасию Семеновичу Владимирову. Он очень много сделал для увековечивания памяти семьи Ксенофонтовых. Вот огромное вам спасибо.